Вечер 11 октября, Якутск. Театр оперы и балета, площадь Дружбы, проспект Ленина и улица Петровского. Вот это вот. Так, у нас похолодание наблюдается. Ё-моё, дороги. Похолодание, потому что вот падает небольшой снег. Днем был дождь, а сейчас снег. Так, идемте с вами переходим. И дорога вся какая-то непонятная дорога. Вроде бы новая, а непонятная. Ну, она такая стала, как будто бы ее каким-то бульдозером, танками по ней ездили. Или, может, специально ее так сделали. Магазин Тока, супермаркет вкусной еды. Но это бывший магазин Мада. Вот в этой хрущевочке старой. Хотел поснимать вам снег, вот только он падал, так сильно падал. Ну, а облака, похоже, ушли. Но он уже растаял весь. Ну так что если днем будут, ночью вернее, будут какие-то осадки, то вероятнее всего, что возможно даже это будет снег. Потому что уже холодает. И вместо дождя будет падать снег. Так, давайте зайдем в этот магазин, посмотрим. Так, сахар тут продают. Вот без маски запрещен. Сок какой-то. Банан. 169 рублей банан. Сколько? 313. А морковь 150. Все дорого. Что купить? 49,90. Не наешься? Какой лук стоит? 90 рублей кило лука. Так, здесь что хорошо. Какие-то напитки. Квас. Сок любимый. 99,90. 100 рублей. Обалдеть. Так, какого? 139,90. Двухлитровка. По акции какой-то. А вот эта кола 190 рублей стоит. Какая-то ванила. Так, это что, правильно? Нас не интересует. Вот почему-то кола вот эта расставлена. У нас только ее любят эту колу пить. Здесь что? Химия. Химия это не интересно. Так, молочка сколько стоит? О, 140 рублей. Простоквашино. 6%. А 1,5% 116 рублей. Молочная речка 79,90. 80 рублей. Так. Фацил 74. Так. Сметана 169. 300 грамм. А вот дешевое молоко полдень. 52 рубля. Печенюшки всякие.
за 100 рублей дороже. Такой сколько сыр стоит? Сулугуни 396 рублей. Это сколько? 370 грамм. Да. А вот так сыр сишки 400 рублей. Да, это натуральный интересный. Так, яйцо 77 рублей второй категории. Это мелкие они. 77 рублей. А это 95 рублей. Белоречие. Но они, по-моему, очень хорошие. Я брал. Какие-то они были непонятные. Чай, кофе. Ну, эти, наверное, особо мало интересно. Так, масло растительное 119 рублей. Минское. А такое станет 139,90. Так, это что? Это мясо? О, мясо, наверное, вообще дорогое. Полагаю. Но вот такой кусочек стоит 285 рублей. Корейка 350 грамм. Буженина это стоит 820 рублей килограмм. Что написано? Патуас. Что делаешь? Так, бекон свиной 400 грамм 345 рублей. Это килограмм получается сколько? 700 рублей. Холодец 230. Это дорого. Рыба, селедка. Селедка, наверное, дешевая, да? Селедка вот такая стоит 107 рублей. Килограмм 300 рублей. Сахар 54. Сахар надо. 219. Это они. Это лежали. Желтые ценники. Дешевые. Рыба 7. О, 99 рублей 90 копеек. Вот такая самая дешевая. Такая рыбина 32 рубля. Можно же есть ее? Можно. Обязательно дорогой. Покупать какую-то. Наверное, за 500 рублей. За 2000 килограмм. Мясо мидии есть. Вот, пожалуйста, даже мясо мидии. 300 грамм, 300 рублей. Так. А это что такое? Манты. 415. Это 239 рублей. Такая упаковка. Тут полкило. Такие пельмени домашние, 225 рублей полкило. Вот такие патуас местные, 450 грамм, 205 рублей. Ну, тут 400 рублей килограмм, что ли, пельмени стали стоить. А вот какие-то есть. Пельмени 450 грамм, 169, ну тоже дорого. Так, масло. Масло, что ли, это? Что это такое? Масло романовское какое-то. Цены где на него? Не вижу цен. Сало есть. Сало вот такое.
789 рублей, 263 рубля стоит. Так, а это что такое? Тоже сало. Это дешевое, это по-венгерски. 320 рублей такая штука стоит. Он, наверное, уже лежит полгода. Хлеб. Хлеб. Такая булочка 27 рублей стоит. Булочка с маком 33 рубля. А вот даже с изюмом появились 21 рубль. Лаваш армянский. Вот такая 72 рубля стоит. А что? Это лаваш круглый 38 рублей. Так, а хлеб-то сколько стоит обычно? Такая буханка. Стоит 42 рубля. Такая. 42. А вот такая буханка. Тут, наверное, больше 47 рублей стоит. Так, вот такой хлеб дарницкий. 650 грамм, 49 рублей. И батон 44 рубля. Так, вот здесь вкусняшки всякие. Мы ходим на вкусняшки. Хлеб дифферента 74 рубля, вот такое. Бородинский 300 грамм. Дорогой. Брусники 300 грамм 169 рублей. Такая. Акции, правильно. Сайра 124 рубля. Акции что дешево, что ли? Это, по-моему, раньше она рублей 50 стоит, 60. Так, а говядина Курятская 149 рублей, 90 копеек, 50 рублей. По акции. Да что, дурели, что ли? 150 рублей стало стоить. А стоило уже что-то 100 рублей. Так, ну это сушки 198 рублей, вот такая 500 грамм. Сушки, кто хочет зубы себе поломать, берите сушки. Так, маленькие. Так, а что еще тут не вижу? Так, еще, господи, 119 рублей. Какая-то что такое, Рогачевская. Халяль. А Рогачевская это Республика Беларусь. 119 рублей. Обалдеть. Это что-то смешонка 129 рублей. 129 рублей. Натуральный. Тяжен. Обалдеть. Тоже неудобно открывать крышечкой. Напихать сюда обратно. Так, и вот этим такая сгущенка. Это не сгущенка, по-моему. Так, смотри. А, вот масло есть. Масло литовское сливочное. 207 рублей. 180 грамм. Виола. Такая 275 рублей, 180 грамм. Масло Боярышко 214 рублей, 180 грамм. Так, масло Анкор 250 рублей. Новая Зеландия
Киприна 72%, 165 рублей. Да. Зато есть вот молочный дождь. Масло 104 рублей, самое дешевое. Так, сыр чечи, вот такой маленький, 145 рублей стоит. Сыр сухой, 50 граммов, 150 рублей, 155 рублей 50 граммов. А вот косичка такая, 145 рублей, 145 рублей 70 грамм. Моя. Да. Так, круассаны 88. 19 рублей. Масло растительное 129. А вот это злато 109 литр 200 рублей. Масло. Обалдеть. Это 129, но здесь 800 миллилитров. Так, ну это оливки. Так, горох 800 грамм, 97 рублей. Что горох такой дорогой? В пакетиках, потому что. А это все посол, 135 рублей. Рис 122 рубля 900 граммов. Что-то тут вообще. Гречка 139 800 граммов. Вот такая гречка. Такая вот 155 190. 900 граммов 155 рублей. Даже пшено стало стоить 900 граммов 89 рублей. Ё-моё. Куда нет так это? Так, макароны. Макфа 67 рублей 400 грамм. Такие сколько стоят? 900 грамм 61 рубль. Вот это более-менее еще можно купить. 900 грамм 61 рубль. Так, вот кимчи. Помянки 119 рублей она. По 119 рублей. Вот это 149. Ход, это жгучее. Так, мука, вот еще мука. 2 килограмма 136 рублей. Или 139. Вот. Обалдеть. Рублей работает. Макфа 69 рублей. 69 рублей килограмм. А есть какая-то мука Макфа ржаная 75. Так, а такая сколько мука? Ну, вот это, по-моему, еще нормально. 35 рублей. 39 рублей кило. Короче, 2 килограмма. 130 рублей. Муки пачка. Чай.
Так, ну такие вот акции, какая-то 55 рублей, вот такой чай с бергамотом, лимон. Так, и конфеты. Ну, конфеты я вообще боюсь смотреть. Цены. Тут коробка большая. Внутри-то там ничего, 128 грамм, 270 рублей. 128 грамм. То есть килограмм это сколько конфет стоит? Или вот такие камильфо 416 рублей. Вес 116 грамм. Такое 75 рублей. Туалетная бумага 29 рублей. Такая. 30 рублей. Туалетная бумага. Так что вот такие цены там, если удачно снилось все, в принципе можете посмотреть. Так, тут опять на Ленина что-то делают, смотрите, там копают, и запах канализации. Давно они уже копают там, смотрите, видно, да? И пробка. Пробка, вот такая вот пробка сумасшедшая. Так, вот мысль появилась, раз уж я тут хожу, почему бы нам не зайти вот с этой остановки? Здесь есть проход вот сюда вот, почему бы тут не походить? Где Ленина 37. Так, как он, кстати, снимет в сумерках уже? Сейчас у нас 6 часов. Уже смотрите, как стало темно. Темнеет. Так, вот идем. Надеюсь, нормально я снимаю. Так, тут какая-то большая котельная есть. Котельная, вон какая труба. Ё-моё. Старинная хрущевочка. Вот где-то это Туймада магазин. С другой стороны, здесь мы имеем магазин Рибок и Fun Club Fitness. Немножко это снимаю. Благо осадков нету. Это было же как я вышел, когда снег валил, короче. Ну, он уже попадал. И сейчас более-менее нормально ходить. Осадков нету. Можно походить, поснимать. Только как камера, конечно, у меня вытянет, нет. Вот эти вот вечерние съемки. Теплотрасса, смотрите, так идешь дорога, и потом бац, головой. А тут какие-то, кстати, силовые кабеля еще. Вот они лежат прямо. Опасности не представляют или представляют, если до них дотронуться. Так, выходим. Стандартная КПДшка четырехэтажная. Такие строили еще в Советском Союзе, естественно. Первые постройки КПДшек, потому что где-то с 80-х годов уже стали строить пятиэтажные. 4 этажа уже было мало. Ну, кстати, у них здесь площадка более-менее такая новая установлена. А вот это вот сзади мы находимся, дом, как он называется. Там еще представительство президента и Академия наук. Тоже у них там академики, по-моему, что ли, заседают в этом доме историческом. Не нужен повод. Это что такое? Там такое. Не нужен повод. Упс. Такая погода типично осенняя. Ну хорошо, хоть
снег растаял отчасти, да? Потому что было бы холоднее ходить сейчас. Сложнее снимать было бы мне. В мороз вообще я, наверное, снимать-то толком от мне надо все это, какие-то варежки там, то есть все специально укутывать камеру. Вот тут Нефертити тоже парикмахерская находится. Ну вот эта хрущевочка тоже старенькая, пятиэтажная, кстати, она. Такая вот здесь на первых этажах, естественно, у них какие-то уже под коммерцию. Движение вперед, экспресс-доставка, Маджор. Ух, а как эта труба-то, смотрите. С нее дым валит. Валит. Поближе к ней подошел. Там видно, что-то выходит. Наверное, газом она отапливается. Так, и мы выходим. Вот это улица Ярославского. Улица Ярославского. И вот это вот старое здание. Почему его не сносят? Вот это каменное. Тут школа была, что ли? Или что там было? Точно не знаю. Вот напротив. Тут какой-то паркинг сделали. Двухэтажный. И мы поворачиваем на эту сторону. Тут можно, смотрите, лавочки есть. Урны. Потому что здесь остановка, да, вот это я понимаю, это карман для автобусов сделан. Угу. Кстати, интересно, вот тротуар сделали, а он здесь вот выгнутый. Вот с этой стороны, смотрите, какой он кривой стал. Вот. Сейчас сниму, вот видно, да? О, как. Туда куда-то. Это что, его выперло или так это? Так они специально сделали, чтобы скат воды был туда, в ту сторону. Непонятно мне это. И вот он такой, но он не весь, а вот идет он с таким подъемом сбоку, а посередине провал. Опять. Как делали странно, вот буграми. Ё-моё. Так, ну и вот мы сейчас выходим на улицу Октябрьская. Это перекресток, светофор. Сейчас мы туда пройдемся. Так. О, какая здесь лужа. Какая здесь лужа хорошая. Надо подальше стоять, чтобы не обрызгали машины. Потому что некоторые проносятся с бешеной скоростью. И очень большие брызги. Так, ну мы вот идем по улице Октябрьская. С этой стороны у нас институт космофизических исследований. Так, кто-то мне звонит. Институт физико-технических проблем Севера. Академии наук. Кто-то мне звонит, но я прекратил. Надеюсь, не будут звонить больше. Социальный ломбард. Это как так? Социальный ломбард. То есть у тех, у кого совсем денег нету. Как это? Социальный ломбард. Что-то я уже не знаю. Социальная аптека есть. Социальный там магазин какой-нибудь продуктовый, да, где по социальным ценам продают основные продукты питания есть. А вот чтобы ломбард был социальный, что-то это новенькое. Так, и мы вот выходим. Тут, где библиотека Пушкина, вот это вот историческое здание. Мы выходим, здесь площадь вот такая вот есть. Такая площадь.
Здесь памятник выдающемуся деятелю Якутии. И вот такие интересные здесь клумбы. Вот так это все выглядит. У них даже что-то посажено. Обычно сейчас вот в это время уже клумбы их чистят. Ну, от этих растений. А тут почему-то не почищены. Так, вот академик Ларионов. Памятник академику Ларионову. Такое вот, мрамором все отделано. Хорошо, капитально сделано. Так, видим, цветы стоят. Ну, идем дальше. Ну, конечно же, упираемся вот в такую вот штуковину. На ровном месте тротуар у нас выпирает. Что-то там не убрали, и он вылазит. Эта штуковина оттуда. Ну, плиткой более-менее так выложена, ровненько. Но опять она вся как-то вот так вот ведет. Не могут ее научиться ложить ровно, чтобы вот этих ям не было, чтобы вот эти лужи там не образовывались. А лужа это, по сути дела, плохо для плитки. Там разрушение. Ох, тут какое-то строительство идет. Смотрите, строительство будет какой-то дорогущий. Тут небоскреб строить, наверное, по бешеным ценам. И сделали вот такой вот переход. Если сейчас